Добрый день, дорогие друзья! 7 апреля ежегодно в Православной Церкви празднуется 12-й праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. И сегодня мы познакомимся с одноименным произведением. Итак, Благовещение считается соименным самому Евангелию, поскольку слово «Евангелие» и переводится на русский язык как «благая весть». Не случайно в православной церкви на царских вратах обычно изображается сюжет Благовещения, а также евангелисты. То есть царские врата полностью посвящены символу благовестия, то есть евангельского благого учения. Также царские врата являются и одним из символов Богоматери в соответствии с пророчеством пророка Иезекииля, который говорил о вратах заключенных, обращенных на восток, через которых внидет Господь. Итак, праздник Благовещения, как я уже сказал, отмечается 7 апреля. В Евангелии от Луки так говорится об этом, что на 6-й месяц после того, как праведная Елисавета зачала святаго Иоанна Крестителя, был послан архангел Гавриил в Назарет к Святой Деве Марии, чтобы провозвестить о том, что она станет матерью Спасителя мира. Целый ряд толкователей, в том числе святитель Феофилакт Болгарский, считает, что слова «радуйся, благодатные» стали первой радостной, благодатной вестью для человечества после его грехопадения. Потому что, как считает святитель Феофилакт Болгарский, после того, как Ева, праматерь, была изгнана из рая, и когда ей было сказано, что в муках будешь рожать детей, здесь же впервые сказано, что «радуйся, благодатный, да, и благословен плод чрева твоего». Данное произведение Благовещения является фрагментом правой створки царских врат из Богоявленской с пределом Покрова, села Ива Нижнеломовского района. Из архивных документов известно, что Богоявленская с пределом Покрова церковь в селе Ива была построена в 1843 году тщанием священника Ефимия Ивинского. И поскольку нам известно, что православный храм освящается обязательно вместе с иконостасом, то данные произведения можно датировать как не позднее 1843 года. Мы видим, что поскольку храм был построен в господствующей православной церкви, то икона и выполнена не в каноническом древнерусском стиле, как писали старообрядцы, да, а именно в академической западноевропейской живоподобной манере. Богоматерь изображена в профиль, что для традиционной средневековой иконописи практически невозможно. И мы видим, что Богоматерь изображена в прекрасной нежно-розовой тунике, на плече у нее наброшен синий мафорий и на голове светлый, практически белый плат. Перед Богоматерью мы видим стоит аналой, на аналое раскрытая книга. Чаще всего в раскрытой книге изображались слова пророка Исаии, где сказано, что «се дева во чреве приимет и родит сына». Понятно, что не хватает левой створки царских врат, где обычно изображался архангел Гавриил с воздетой рукой, в которой он держал райскую ветвь. Но, видимо, при разрушении Богоявленской деревянной церкви большевиками в начале 1930-х годов вот данный фрагмент створки царских врат попал к одной из верующих женщин, которая и свято сберегала этот священный предмет на протяжении всей своей жизни. И в 1989 году после ее смерти ее племянник принес эту икону в музей. И наш музей приобрел этот памятник за 60 рублей. И с тех пор уже более 30 лет икона хранится в собрании нашего музея. Мы видим, что, как я уже сказал, памятник выполнен в западноевропейской манере. Об этом также свидетельствует и отсутствие четко выраженного в православной иконописи нимба. Мы видим, что нимб отмечен вот такими небольшими цветочками или звездочками, которых насчитывается 8 вокруг головы Богоматери. То, что это православное, а не католическое изображение, также нам говорят и православные титлы. Славянские литеры мыслетерцы, фита и ук.
Это древние титулы Богородицы, которые усвоены ей со времен первых веков иконописи. Произведение, безусловно, не реставрировалось, оно пребывает под темным толстым слоем старого лака. Но если снять потемневший лак, то икона предстанет пред нами в замечательном, практически первозданном виде. Но пока икона покрыта темным лаком, что придает ей таинственность, загадочность и чарующую патину времени. Данное произведение нельзя увидеть в постоянной экспозиции, оно пребывает в фондохранилищах музея и экспонируется только на специализированных выставках. Именно поэтому мы сегодня в честь праздника Благовещения и знакомим вас с этим замечательным произведением из собрания Мордовского республиканского объединенного краеведческого музея имени Ивана Дмитриевича Воронина.